Сирия – это государство на Ближнем Востоке с богатой историей, которая восходит как минимум к 4-му тысячелетию до нашей эры. Один из крупнейших центров исламского образования и науки в мире. Страна с растущей производственной базой, эффективным сельским хозяйством и низкой инфляцией. Государство, жизнь в которой протекала в обычном русле. Люди учились, работали, отдыхали, создавали семьи, обустраивали свою жизнь. Это было до тех пор, пока кто-то на Западе не решил, что сирийцам не хватает свободы. Конфликт, начавшийся с антиправительственных демонстраций, перерос в жестокую войну, которую называют гражданской. Эта война за передел сфер влияния сил, претендующих на власть в Сирии. Она является частью серии революций, так называемой арабской весной. Однако это понимают не все, а кто-то вовсе не хочет этого понимать. Есть даже те, кто увидит в начатом и финансируемом западном конфликте священную войну джихад. Среди них есть и те, кто называет себя шишан, то есть чеченцы. Кто для народа Сирии эти чеченцы? Герои, освободители. Они те, кто были для нас, для чеченцев, хатаб, Абу-Валид, то есть наемный убийца смутьяны, топливо, которое подливается в пламя, которое уничтожает народ Сирии. Чеченцам не место в безжалостных группировках, которые творят ужасные злодеяния, прикрываясь религией ислам. О том, что данный конфликт политический не имеет ничего общего с религией мира, говорили и утверждали самые видные ученые исламского мира. Среди них был и шейх Мухаммед Саид Рамазан Аль-Бути, который призывал к миру, прекращению военных действий. أعدها فرحة تدخل في قلوب الأطفال الذين يتمون. أعدها فرحة تدخل في قلوب النساء السكالى. أعدها فرحة تدخل في أفئدة الأسر التي شردت عن بيوتها، شردت عن مساكنها. يا رب العالمين، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، من كادنا فكده، ومن عادانا فعاده، ومن نصب لنا فخه بهلكة فأهلكه. اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل نحره في كيده حتى يذبح نفسه بيده يا رب العالمين. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، نسألك بالرحمة التي أودعتها في قلوب الآباء والأمهات لأطفالهم. Он погиб в результате подрыва смертника в мечети Аль-Иман, где читал свои проповеди. Его убили те, кто не хочет мира, кто использует ислам только для реализации своих политических амбиций. Это был шейх и доктор шариатских наук, который свою жизнь посвятил изучению ислама. А кто-то посчитал, что он знает лучше его, что такое джихад, как и когда его нужно вести. Это те, кто за всю свою жизнь прочитали меньше исламской литературы, чем шейх читал за месяц. А тех, кто призывает нашу молодежь на войну в Сирии, хочется спросить, как же вы можете следовать за теми, кто взрывает могилы сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, убивает ни в чем не повинных людей. В одном из роликов, гуляющем в сети интернет, заблудший спрашивает, обращаясь к молодежи, почему вы не идете воевать? Почему вы считаете, что достаточно совершения дуа за народ Сирии? А если бы вы стояли перед раненым, неужели вы только молились бы, ничем больше ему не помогая? На что хочется ответить, приводя в пример самое первое правило, которому учат врачи. Правило «не навреди». Лучше молиться над раненым, чем стараться его оперировать, не имея на то ни знаний, ни ума.
мнений. Война в Сирии политическая, где от прихоти и алчности руководителей воинствующих сторон страдает и будет страдать простой народ Сирии. Настолько очевидно, почему этот конфликт сирийский, почему были конфликты до него. Это одна большая страна, Америка, решает руками одних мусульман задачи, связанные с отражением от власти других мусульман. И при этом кто-то туда рвется якобы помогать. У меня вообще вопрос такой, когда явно Америка воевала против мусульманского Ирака, когда вешала президента и боясь, что об этом не узнает мусульманский мир и не оскорбится, устроила утечку информации и на весь мир показательно вешали президента, в то время, когда даже маньяков вешают там или расстреливают не публично. Тогда почему-то эти патриоты не рвались помогать иракцам, не рвались помогать афганцам. То есть там, где действительно, если они говорят, что они такие ярые, хорошие мусульмане, там, где действительно шла война против мусульман, не вмешивались. Как только между мусульманами происходит конфликт, сразу идут. И идут на чьей стороне? На стороне тех, кто слушается Америку. Значит, на стороне Америки. Какой молодой человек может нить, что он на пути газавата, на пути джихада, и что он попадет в рай, помогая Америке, столько бед, принесших мусульманским странам, реализовывать новые свои задачи. نخشيت أي واحد رسي بتشاقيت أي واحد سبيسألنا شيء بيش زافر نسبيسلوش أثار بالو إثبتشو شيء قميلة عبير قلدنا غازوة دوي داتي بوش نقول شيء ديتت يش غازوة تخا تحلق تحق وشو ما حالو سيري بتشاقيت عبير سيري بتشاقيت دوق أند يق بقي عيلم ناخبوش بوسل بدنا أون شيء بوخ بولش متى جيز تغن سمخ كعش بولش بول بقيرج عيلم ناخ وتار دو إل دوش دو الغازوة خزع مو إيدر إغازوة دو يتي غازوة باغ بيزا سندير إتسأل لا إل تغنا تيجا محمد سعيد رمضان البوط إبوش وق عيلم سجور هرتعا غازوة دات أشليلوش ديك حش دو سجدو وين بيتن وين زلم تسيشر سو آل أربعة نوش قدنيا نشو عغرق بالو يسنوش والعيلم سك خي حواق دنيا نشو حواقوش والعيلم سك وزديل مواصلة شوينا تيجا بيش أربو لش إيمنا خوارش بو أقوها بيش بو تغن شاس سن بيش دنيا ني أمعيرة شيء غلدوش بول شيء اختير بيش إيش بو تارتيك تقويقش بيش تنديرة وي أتمنا غج أو إيادلا مقردات تيلدلا مقردات. Каждый чеченец сопереживает народу Сирии. Мы знаем, что такое война, и скорбим вместе с простыми людьми, втянутыми в этот корыстный конфликт. Позиция же чеченского народа – позиция искреннего сопереживания, а наше место в этой ситуации около отцовского очага. Джихад чеченской молодежи должен проявляться в учебе, за книгой, в созидательном труде, в кругу родителей и в оказании помощи нуждающимся. Иначе наша молодежь будет обманываться всеми, кто далек от принципов ислама.